Резные причалины, валюты, фигурный конек на крыше. Уникальные традиции северной архитектуры представили на фотовыставке о деревянном зодчестве Коми края «Ок и Керка». В переводе с Коми «Вот этот дом». В Центре народного творчества и повышения квалификации. Проект стартовал год назад. Тогда, накануне Дня России, Центр запустил одноименную рубрику в своей группе ВКонтакте. Жители не только республики, но и Вологодской области и Ямало-Ненецкого округа в течение лета делились снимками своих старинных домов и родовых придомовых пристроек. И рассказами о самом главном – о корнях, семье, родном селе. Всего были опубликованы 43 истории, которые набрали 165 тысяч просмотров. Ценность выставки в том, что мы можем увидеть, насколько богата наша Коми-земля строительными традициями. И эти дома надо бережно хранить, ведь в них выросло не одно поколение. И люди сюда возвращаются, как будто дома держат их. На открытие выставки приехали и потомки мастеров. Они рассказали истории строительства своих домов. Некоторые из них поднимали еще в начале прошлого столетия их прадеды. По видеосвязи из Салехарда участников презентации приветствовала Анастасия Крылова. Уроженка Коми особо отметила, что такой проект дает возможность показать всему миру красоту даже самых маленьких деревень. Так, в ее родной деревне Муфтюга Удырского района жизнь медленно угасает. Но дом мастера Ивкина и сделанную его рукой мебель бережно хранят родственники. На самом деле у нас вообще все мужчины с золотыми руками, и много таких вот мастеров было. Но вот Иван Александрович построил такой красивый двухэтажный дом, его руками было сделано очень много красивой мебели. И до сих пор мы удивляемся, как мужчина, да, который прошел войну, он герой, безусловно, пришел с каминами, но как он, комизон, да, как он сумел такие красивые вещи создать, в его изделиях оживают какие-то райские птицы. Такой проект о деревянном зодчестве должен иметь продолжение. Так решили его участники и предложили идею собрать порайонный домовой фонд.